Добрый день, дорогие телезрители. Снова, как всегда, в будни в 11:30 в эфире национального телевидения программа «Подворье», которую с очень огромным удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И в прошлые разы, вернее, мы обещали, что будем знакомить с системами, которые позволяют делать жизнь в частном доме, на даче комфортнее, безопаснее и, самое главное, более насыщенной, что ли. И мы не забываем, что программа «Подворье» проводит регулярно замечательные розыгрыши. Один из которых проходит прямо в эти минуты. Это на нашей инстаграм-страничке мы разыгрываем замечательную аккумуляторную отвертку Bosch. Просто нужно подписаться на наши инстаграм-странички, на нас и на наших партнеров, и у вас появится шанс выиграть замечательную аккумуляторную отвертку от наших партнеров. И есть вторая большая игра, в которой любой абсолютно желающий может принять участие при условии, если у того есть хорошо оснащенная баня. Мы проводим республиканский конкурс бань. Присылайте свои заявки по указанным контактам. Мы обязательно приедем к вам, расскажем про вашу баню. Баня — это все-таки не дом, можно там и голышом посидеть на самом деле, да? И у вас, дорогие друзья, появится шанс ближе к осени выиграть вот примерно вот такой вот генератор от нашего партнера, замечательной компании Elecom, которая занимается всем, что связано с электричеством. И сегодня наш старый уже знакомый Арсен Птицын. Здравствуйте, Арсен. Здравствуйте. Мы опять в гостях компании Elecom, и сегодня речь пойдет о системах бесперебойного питания наших электрических сетей, домашних электрических сетей. Автономная. Автономные. Да. Вообще, как представитель торговой компании, спрос на такие системы большой или нет? Очень большой. Очень большой. Очень большой. Ага. На бесперебойники, генераторы. Это всегда спрос есть на это. Арсен, это доказывает только одно, что нашим ресурсникам, то есть подающим компаниям, в частности компании Якутская энерго, хотя они и стараются упорядочить свою работу в плане того, что летом проводят больше ремонтных работ и так далее, и в зимний период, все-таки никто не застрахован от того, что приедет какой-нибудь зазевавшийся дядя Федя на грузовике, собьет опору, и у нас околоток, к примеру, Мархетом или на Покровском тракте будет лишен подачи электрической энергии. Ну и вообще отключения бывают по совершенно положительным, я бы сказал, моментам. Когда подключают нового потребителя, тоже происходит отключение. И что же делать владельцу частного дома, особенно если система отопления энергозависимая, то есть стоит подключенный настенный котел, который очень-очень многие модели чувствительны к характеристикам подаваемого напряжения. И сегодня мы с помощью Арсена расскажем о тех системах, которые позволяют получать бесперебойное электрическое снабжение. Хорошо, давайте, Арсен, ваше слово и рассказывайте о тех системах, которые позволяют делать нашу жизнь лучше, счастливее и бесперебойнее. Получается, это вся наша продукция. Тут у нас стоит генератор Denso на 6 киловатт с автостартером и с помощью с нагрузкой АВР, то есть с автоматическим запуском у нас идет. Тут у нас стоит ековский стабилизатор на 2 киловольт ампера. Под ним у нас стоит инвертор, то есть обычными словами преобразователь на 2 киловатта. То есть мощность 2 киловатта всего инвертора, да? Пик, нет, 2 киловатта это основная нагрузка, номинальная. Пиковая у нее идет, ну, если крутящий момент какой-то, 4. 4 киловатта, да. До 4 киловатт. Ну, не рекомендуется, не То рекомендуется. есть, смотрите, это основная система, грубо говоря, питания от аккумулятора, да? Да. Стабилизатор и инвертор. Ну, это не самый ходовой вариант. Ага. Потому Это что? Обычно у нас приобретают ИБП. Источник бесперебойного питания, так как у нас идет сеть 3 в 1. К нему обязательная комплектация идет гелевый аккумулятор. От объема аккумулятора зависит, на сколько время вы хотите, чтобы у вас работало. На данный момент у нас стоит 100 ампер-час. ИБП у нас стоит источник на 750 вольт-ампер.
750 вольт ампер, примерно нагрузка это 500 ватт, грубо говоря, пиковая. Ну, что не рекомендуется, сложно-техническая продукция не должна у нас на пике работать. Грубо говоря, 400-450 ватт. Ага. Так, у нас выходное значение, вот оно, 220 показывает, да? Так. Потому что он сейчас на данный момент подключен к аккумулятору. Мы заранее все подсоединили, и инвертор, и аккумулятор. Из этого он сейчас в сети. Но начнем мы, наверное, со стабилизатора. Да. Давайте мы сейчас нагрузим вот эту маленькую систему бесперебойного питания. Вот в качестве нагрузки у нас такая вот замечательная светодиодная лампа, которая очень наглядно показывает, под нагрузкой ли сеть или нет. Давайте включим его в инвертор, наверное. Со стабилизатора начнем? Да, давайте. Получается, включаем мы стабилизатор. Идет гибкий шнур 1,5 метра. Это у нас к сети уже подключено в 220. Это у нас заменитель СИПа получается, ну, вашего автомата вводного, да? Да, да. Ага. Подключаем, получается, мы напрямую К стабилизатору? сначала к стабилизатору. Светильник у нас горит. Горит, замечательно все горит. Смотрим, сколько у нас на выходе, сколько у нас на входе. 220 на входе, на выходе у нас 223, 222. На выходе это у нас, получается, светильник выходит. Ага. Это стабилизирует. То есть автономный у нас будет уже инвертор. Ага. Инвертор у нас сейчас включен на данный момент. Выключаю. Угу. Арсен, а мы промерим, может, вольтаж стабилизатора? конечно, Давайте совсем забыл. мы приготовили, потому что очень много вопросов у потребителей, типа вольтаж устройств многих, особенно совместного производства, да, оно не отвечает типа заявленным характеристикам. Получается мультиметр стандартный совершенно. Включаем напряжение переменного тока на 600 ампер максимальное. Тут у нас заслонки идут, проверяем. — 221, 225. Секунду. Ну, было значение только что. Там шторки мешают нам. Да, это от того, чтобы 225, 224. Да, это погрешность Евгений незначительная. может, да, видите, вот с определенной амплитудой меняется. Ну, в принципе, это соответствует заявленным характеристикам. Согласны? Да. Абсолютно, хорошо. Так, это у нас стабилизирующее устройство производства Напряжение. ИЭК, да. ИЭК. Мгм. Теперь мы через инвертор от аккумулятора. Да, давайте сначала сразу проверим. Вот у нас инвертор подключен к аккумулятору. Мгм. Так, Опа. давайте я экранчик мультиметра поставлю сейчас на 600. Выходной вольтаж инвертора, ну, 225, 224. Ну, тоже соответствует. Погрешность 1% это нормально. Да? Нормально. Это нормально, более чем нормально. У нас инвертор выходное напряжение и, соответственно, лампочка тоже горит. И сейчас питание идет. Отключаем стабилизатор. Опа. А тут инвертор должен быть в положении. Он? Положение ON. Все. То есть питание сейчас, видите, вот питающая розетка пустая, в сети нет. Кто-то подключается, проводит работы Якутскэнерго. И у нас питание вот этой нашей лампочки замечательной идет от аккумулятора. От аккумулятора. Ага, хорошо. Арсен, у вас есть очень хитрые формулы, по которым рассчитывается, какое время продержит тот или иной аккумулятор на определенное количество ампер. Давайте мы посчитаем. Вот у нас 100 ампер, да? У нас нагрузка, допустим, ну мы нагрузим, котел у нас потребляет сколько? 40 ватт, да, примерно? Циркулярный насос получается от 40 ватт до 100 может достигать. Бывает и 80-90 значения. Зависит от квадратуры дома, сколько насосов. Допустим, среднее значение для среднего дома это у нас сколько примерно? 150. 100-150 ватт. Да. И для людей разного образца требуется по времени. Кому-то нужно 4 часа работы, кому-то нужно 10 часов работы. Мы можем сделать и 12 вольт, и 24. Все зависит от человека, сколько он хочет по времени, чтобы работало. Допустим, нам понадобится калькулятор. Значение получается, максимальную нагрузку мы посчитали, то есть это у нас выходит примерно 150 ватт. Да? 150 ватт мы делим на напряжение постоянного тока аккумулятора. То есть 150 мы делим
Так, 150 делим на 12. У нас выходит 12,5. То есть это у нас ампераж на 12 вольт. Соответственно, если мы будем приобретать всю технику 12 вольт и купим, допустим, стандартный вот такой же аккумулятор на 100 Емкостью ампер. на 100, да? Да. 100 ампер мы делим на 12,5. У нас выходит значение 8. 8. То есть- Это значение грубое, погрешность все равно имеется, как ни крути. То есть возьмем от минимального до среднего 6-7 часов. 6-7 часов котел настенный с циркуляционными насосами, там с какой-нибудь Ну, хоть дополнительной. напольный, Да. без разницы. До 150 ватт мы получим 6-7 часов бесперебойной работы в случае аварийного отключения электроэнергии. Да. Так. У нас вот зимой это очень распространено. Ага. А самые ходовые вообще аккумуляторы какие? Вот именно на 100, да? На Самые 100. ходовые. На 100. А емкости большие бывают? Есть 150 и 200, но это уже зависит от ИБП, какой будет подключаться. Просто у ИБП тоже есть свой пик. Допустим, это ИБП предназначен до 200 ампер. То есть можно подключить два аккумулятора на 60, два аккумулятора на 75 или один на 150. 200 не рекомендуется, потому что Это уже пик сильно будет. выше, да. Ага. Да. Хорошо. И вот первая схема бесперебойного питания через инвертор, да, и второе через ИБП 3 в одном получается. Да, Это всё. стабилизатор, Источник бесперебойный. инвертор и зарядное устройство. И зарядное устройство для аккумулятора. То есть, когда есть сеть, он заряжает сам. Хорошо, давайте мы сейчас промерим выходное на этом. Так, у нас все тут от сети отключено. Подключим к сети, наверное, да? Да, подключать, это ИБП. Подключаем к сети, Отключаем светильник, отключаем светильник и включаем освещение. Освещение есть. ага. У нас сейчас тут на табле дисплея идет сеть, то есть сеть 220 присутствует, напряжение на выходе 223, 224, на входе 221. Заряд батареи сейчас идет. Угу. Все. Он Допустим, Нет, подожди, давай замерим сейчас да. выходное. Выходное в режиме работы с сетью, да? В Да. сети. Да. Мгм. Вот. То есть насколько стабилизатор данного устройства, оно отвечает... Подержите, пожалуйста. Да, я попридержу. Тут у нас Шторки стоят. защитные, это требование безопасности тоже. Да. Просто так не втыкнешь. Нужно очень аккуратно, параллельно воткнуть 223, 220... Евгений, видно, да? 223. Угу. Ну, Это при сети. То же самое, что и вот этот внешний стабилизатор получается. Да? Ну так и От должно сети. быть. Хорошо, замечательно. Есть заявленный вольтаж. Отключаем пока мультиметр. Так, у нас лампочка горит. Это от сети пока идет, От да? сети. Давайте я сейчас изображу, опять же, сурового монтера с пассатижами, который отключает вашу домашнюю электросеть. И у нас происходит вот это вот. Мы сейчас отключаем. Смотрите, не нагружена сеть, да? И у нас лампочка продолжает гореть. Сим-сим, откройся, грубо говоря. И Напряжение на выходе показывает да, 220 вольт. входное 0, Мгм. входное 0, на выходе 220. Подключен к батарее, батарея полная заряжена. Да, мы сейчас давайте Замерим? замерим вольтаж от батареи, получается. Также поддержите, пожалуйста. Да. Ну, сейчас с другими устройствами будет полегче. От батареи 222, стабильно. Ну, Стабильно. колеблется 222, 223. Это вообще незначительно. Это незначительно. Меньше 1% получается, да? Меньше 1%. Это нормально. Поздравляю, Арсен, ваша техника, ну, по крайней мере, ИБП, как называется, энергия? Энергия, гарант. Энергия гарант, оно прошло испытание. Почему я все настаивал на том, чтобы замерять мультиметром значение вольтажа? Потому что мой личный опыт, да, когда приходили газовики и говорили, у вас котел подключен к ИБП, скорее всего, говорят, ИБП не выдает заявленный вольтаж, а настенный котел очень чувствителен, автоматика настенного котла очень чувствительна Да. перепадом Там чистый напряжения. синус нужен, то, что ИБП и поддерживает. Да. Ну, мы осциллограф, грубо говоря, не будем подключать, да, я думаю, что замеров вольтажа достаточно, более чем. Я думаю, тоже. Да, и неправы, наверное, товарищи и газовики, которые занимаются ремонтами котлов,
когда говорят, вот фуфловый инвертор там, или там источник беспрерывного питания купили, все, что предлагает товарищ Птицын, Арсен, соответствует Нормально. вольтажу. Да. Вольтажу. Знаете что, давайте мы сейчас, это же у вас сеть получается ваша, да? Наша. Ага, которая, кстати, к слову, она в летнее время почти на 100% обеспечивается вон теми солнечными батареями, да? Да. Да. Вольтаж сети замерим? Замерим. Тут также у нас шторки. Вольтаж сети. Ну, 221, 224, 219 было минимальное значение. Нормально. Нормально. Это учитывая то, что еще раз обеспечивается солнечными панелями. Все верно. В летнее время только от солнечного. Здесь в компании Elecom стоят панели общей мощностью 18 киловатт. Я еще раз говорю, предприятие в летнее время почти на 100% обеспечивает себя независимо от поставляющей компании. Так? Но еще раз, мы вернемся к этой теме о возобновляемых источниках энергии, потому что автономных источников энергии очень много. Есть теплогенераторы, есть газовые генераторы, есть вот такие вот солнечные панели. Но рационально ли их использовать в частном подворье, это отдельный вопрос. Мы об этом поговорим потом. И мы переходим к коронному номеру, грубо говоря, да, вот система, при котором автоматически запускается генератор. То есть, в принципе, можно и ручкой дернуть. Можно. У него 3 способа включения. Да, давайте вот покажем, что из себя представляет эта система. 6-киловаттный генератор. Это номинальная мощность 6 киловатт да. идет. Такой же генератор с кнопочным запуском вы можете выиграть, участвуя в нашем конкурсе «Бань», кстати. Так, тут есть пусковой аккумулятор. Электростартер у нас идет. Бак на 25 литров. Бензин заливается 92 года. Масло тут у нас заливается объемностью 1 литр у нас идет. Две розетки 16-амперные. Тут идет розетка 32 ампера, чтобы пиковая нагрузка для большого потребления. Тут у нас рычаг, воздушная заслонка и... Кран открыт? Кран, нет. Сейчас закрыли, да? Опа, сейчас открыл. Ага. Так, давайте, в принципе, покажем, как можно запустить генератор. Можно дернуть ручкой, да? Будем дергать или нет? Будем. Ну, давайте. Сначала надо воздушную заслонку нам закрыть. Отключим пока АВР-систему. Ага. Двигатель ставим на включить. Обязательно после включения ручного сами открываем заслонку. Все, пошел процесс. Берем сеть, возьмем сеть. Все есть. Так. Давайте мультиметром проверим. Да, что да, у да. нас такое. Глушим. Все у нас в ручном режиме. Генератор прошел замечательную тест-систему от программы «Подворье». И, Арсен, я все-таки хочу, чтобы в мое отсутствие, если рубанули свет или какой-нибудь дядя Федя, опять же, на грузовике врезался в опору, чтобы вот эта система автоматически запустилась. С помощью чего это достигается? Блок автоматического запуска, проще говоря, АВР. Это того же производителя, да? Того же производителя идет, не в комплектации, а в отдельной продаже у нас. Тут у нас идет 4 индикаторы, общая сеть, генератор, автоошибка. Внутри у нас идет сложная система с помощью 2 контакта на 25 ампера. То есть у нас идет выход генератору с помощью 8-жильного кабеля с сечением 0,5. 10 метров идет. То есть вот это может стоять в доме, это, к примеру, в гараже? Так и должно быть, так и должно быть. Отлично. При случае, если вы ставите в гараже генератор, не забывайте систему отвода выхлопных газов. Так, подключаем АВР к генератору. Нет, сначала подключаем к сети дома.
Это сеть дома? Да. Это сеть дома. Мгм. Подключаем к АВР к самому генератору. Ага. Тут у нас идет режимы авто и ручной. Сейчас стоит на ручном. Мгм. То есть, если авто не будет включено, у вас сеть не включится при отключении света. Наш индикатор, пожалуйста. А как? Пожалуйста. Так, подожди, это сеть... Нет. Сюда. Мы же к индикатору идем. Секунду. Ну же, Извиняюсь. сеть же, вот она. Да. Вот сюда втыкаем? Да. Все замечательно. Это вот выходной, получается, выходной сокет, то есть нагрузка. Лампочка горит. Мгм. Все замечательно. Ставим, получается, на автоматический режим. Мгм. Индикатор авто загорелся. Индикатор автор загорелся. Здесь в каком положении? Положение вкл. Положение вкл, Провод включен. провод включен. Заслонка включена. Это Там все. Там все, кран открыт. Угу. Кран открыт. Все, я ухожу из дома, ставлю положение авто, да? Да. Все, я ушел. И через 3 часа после моего отъезда, к примеру, опять же приезжают ребята, которые говорят: о, нам нужно подключить нового пользователя, давайте мы вырубим часа на 3-4 у вас свет. Все, я моделирую эту ситуацию. Так? Да. Свет ушел. Не нагружена сеть. Упс. Дроссель. Все стоит. Нет, дроссельную заслонку, наверное, надо было чуть-чуть. Нет, он автоматически должен. у нас. Автоматически должен. Да. Заслонка у нас, да? Да. Все у нас начинает показывать выходное значение. Все-таки какое-то положение дросселя нужно. Давайте мы сейчас подпитаем обратно сеть. Ошибка у нас выходит. Отключаем это? Нет, Сброс как? все. Пуск стоит, Пусть стоит. кран включен. Воздушная заслонка на закрыт, стоит все верно, он автоматически Алло. должен стоять. Включаем авторежим. Ошибка. Ошибка все ушла. Ушла. Ошибка Мы ушла. бензина залили, кстати, 2 литра. Может, В прошлый раз 5 литров заливали. Может, бензина здесь Нет, типа, да? уже вот закончилось. Все, Свет врубаем. отключаем. Поиграйте заслонкой все-таки. Только что до эфира проверяли, было все нормально. Нет, это не... Бензин, что ли, у нас Вот уже же. закончился? Кран закрыт был. Опять та же ошибка. Давайте проверим еще раз. Авто стоит, ошибка у нас вышла. Свет пришел. Нет. Мы сейчас опять загружаем под электричество. Авто включите. Авто включаем. Ошибка. Это, видимо, бензин у нас закончился. Не, кран просто был закрыт же. Все. Пробуем. Включено. Пуск стоит. Оп. Ошибка не даст, наверное, выгрузить надо АВР. Мгм. Так, положение включил. Ну, еще раз говорю, в принципе, система работает. Пуск производился просто при закрытом кране. Мы опять, как всегда, не проверили до конца. Все ушло, да? Мгм. Пробуем отключить. Сейчас, секунду. Все перепроверю. Все, давайте. Все, запустился наш дорогой. И лампа сейчас включится. Включилась лампочка, система работает. И опять включаем свет.
Включаем свет, он должен заглохнуть, товарищи. Проходит буквально секунд несколько. Правильно, вот это будет? Все заглохло. Как видите, системы от Элекома работают. Если что, обращайтесь лично к Арсену. Спасибо, Арсен. У нас время заканчивается. Мы увидимся завтра. И завтра будет особый сюжет. Прощаюсь с вами. Bum 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 bum